так давно мне запомнились слова одного пенсионера из Осакаровского района, где я в свое время проживала, о том, что почтенный возраст – это не болезненное и медленное увядание, а гордое восхождение на вершину жизни. Но и мне вот при этом восхождении очень, например, помогают жизнерадостные стихотворения. И вот такое хочу прочитать. Называется оно «Про будущую старость». Написал его известный поэт Эдуард Асадов. Гоня хандру повсюду, то шуткой, то пинком, я и состарясь буду веселым стариком. Не стану по приказу тащать среди диет, а буду лопать сразу по множеству котлет. Всегда по строгой мерке пить соки, а тайком, смеясь, вздымать фужеры с армянским коньяком. На молодость не стану завистливо ворчать, а музыку достану и буду с нею рьяно ночь за полночь гулять. Влюбленность же встречая, не стану стрекозлить, но мне ли, ум теряя, наивность обольщая, посмешищем-то быть? Мне ли мелочиться, дробясь, как Дон Жуан? Уж если разбиться, то вдрызг, как говорится, о дьявольский роман. С трагедией бездонной, скандалами родни, со стружкой местковной и кучей незаконной горластой ребятни. И может, я не скрою, вот тут придет за мной старушечка с косою. Пойдем-ка, брат, со мною, бездельник озорной. На скидки не надейся, суров мой вечный плен. Поди-ка вот посмейся, как прежде, старый пень. Но и во тьме, где нету света, придется ей забыть про кофе и газеты. Не так-то просто это меня угомонить. Но что мне мрак пестужа, как будто в первый раз, да я порой похуже отведывал подчас. И разве же я струшу порадовать порой умолкнувшие души беседою живой? Уж будет ей потеха, когда из темноты начнут трястись от смеха надгробья и кусты. Старуха взвоет малость и двинет кулаком. На кой я, черт, связалась с подобным чудаком? Откуда взять решение? Взмахнуть косой грозя, но дважды, к сожалению, убить уже нельзя. Но бабка крикнет: это нам даже ни к чему. Зажжет мне хвост кометой и вышвырнет с планеты в космическую тьму. Вернуться не надейся, возмездие первый сорт. Давай теперь посмейся, как прежде, старый черт. Но и во тьме бездонной я буду воевать, ведь я неугомонный, невзгодами крещенный, так мне ли унывать? Друзья, потомки, где бы вам не пришлось порой смотреть в ночное небо над вашей головой, вглядитесь осторожно в светлеющий восток, и как это несложно, увидите, возможно, мигнувший огонек, хоть маленький, но ясный, упрямый и живой, в веселье буйно-красной, в мечтанье голубой. Прошу меня заранее в тщеславии не винить, то не звезды сияние, а кроха мироздания, но как и должно быть. Мигнет он и ракетой толкнется к вам в сердца и скажет вам, что нету для радости и света ни края, ни конца, и что, не остывая сквозь тьму и бездну лет, душа моя живая вам шлет, не унывая, свой дружеский привет. И еще одно стихотворение жизнерадостное, но это уже о пенсионерке-женщине. Написала его Черкасова Анна из Ростова-на-Дону. Оно маленькое. Называют старой клячей, хоть не так уж много лет. У меня-то ведь болячек аж газон, а не букет. Если будут насмехаться и считать мои года, буду просто улыбаться, я ж душою молода. Я стихами жизни прозу все стараюсь украшать. Говорю я нет склерозу, без него-то благодать. Не люблю болеть, и точка, я от жизни кайф ловлю. Вот найду себе дедочка, и его усыновлю. Не сердись на шутку, милая, я сама уже не та. По душам поговорила, да мешает глухота.
И в заключение хочу еще сказать, что вот на пути к этой вершине жизни не надо, чтобы покорять какую-то вершину, любую, кстати, эту, не надо звать золотую рыбку, а нужно просто нам всем дарить друг другу добрую улыбку, а также не жалеть добрых, мудрых слов, ведь это совершенно не затратно, зато очень нужно и важно.